Еще одна памятная страница истории республики, и ее уже начинают писать в эти дни. В Казань на этой неделе начали прибывать зарубежные команды-участницы чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. 22 августа нас ждет церемония открытия международного события, официальный старт чемпионата WorldSkills 2019. Организаторы не скрывают, что нас ждет грандиозное по зрелищности и эмоциям открытие чемпионата. Продюсер церемонии открытия и закрытия чемпионата рабочих профессий в Казани – композитор Игорь Крутой. Напомним, что он и его команда готовила церемонии открытия и закрытия и Универсиады 2013, и чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году. Что еще нас ждет и чем обещает удивить WorldSkills как участников, так и зрителей? Мы поговорим с гостем нашей студии Эмилием Губайдуллиным, руководителем проекта WorldSkills Казань 2019. Добрый вечер, Эмиль Федоилевич. Здравствуйте. Эмиль Федоилевич, насколько Казань готова к этому важному мировому событию? Я думаю, что, наверное, с уверенностью можно сказать, что уже сегодня Казань фактически на 100% готова к проведению чемпионата. В целом, наверное, у Казани было все необходимое с учетом опыта проведения наших предыдущих мероприятий, о которых вы сказали. Это чемпионат мира по водным видам спорта и универсиады, чемпионат мира по футболу. Буквально нам чего не хватало, наверное, крупного и международно высочайшего центра, соответствующего мировым стандартам, который, собственно говоря, теперь у нас имеется, и на базе которого как раз пройдет мировой чемпионат этого года. Что еще необходимо успеть сделать в эти дни? Буквально у нас есть пару дней для того, чтобы финально подготовить самое главное. Это соревновательные площадки чемпионата. Подготовить, подключить оборудование, настроить его, докрутить какие-то организационные моменты, завести туда расходные материалы. И в целом, я думаю, что мы будем готовы на 100%. Эмиль Федорович, я предлагаю вспомнить этап чемпионата России по WorldSkills. Вот так выглядела площадка в дни проведения соревнований. Это Казань-Экспо. Насколько сильно изменилась эта площадка к мировому событию? Ну, не секрет, что для нас национальный чемпионат был тестовым мероприятием. Мы специально попросили WorldSkills России, правительство Российской Федерации позволить провести его в мае за пару месяцев до мирового чемпионата, чтобы сделать определенные выводы, да, внести определенные корректировки. Действительно, такие корректировки были внесены. Это касалось и подготовки самих соревновательных площадок. Это касалось вопросов где-то навигации на территории объекта. Это объект очень большой. Это вопрос касалось возможностей для наших предоставления сервисов для зрителей, которые приезжали, для посетителей. Увеличили мы количество парковочных мест непосредственно близости от Международного высшего центра Казань-Экспо. Внесли ряд изменений в вопросы питания. Поэтому в целом мы постарались все-таки максимально в те нюансы, которые мы выявили в мае месяце, учесть для того, чтобы к мировому чемпионату быть готово все оружие. А чем мировой чемпионат в Казани все-таки будет отличаться от предыдущих стартов в Абу-Даби и в других? Ну, я могу сказать, что, во-первых, это самый крупный мировой чемпионат, который вообще проходил в истории. Это и по количеству компетенций, у нас их 56, и по количеству участников и экспертов, которые к нам приезжают на чемпионат. Во-вторых, это все-таки чемпионат проходит на нашей гостеприимной земле впервые. Если многие страны боролись за право проведения этого чемпионата, находясь достаточно долгое время в этой международной организации, то Российская Федерация буквально за 3 года своего членства сумела доказать, что она имеет право и сделать все для того, чтобы провести данный чемпионат. Я думаю, что тоже достаточно уникальное событие. Но это первый чемпионат, который проходит на территории Российской Федерации. Сборная России – это 63 конкурсанта. В лидерах, я так понял, это Татарстан и Москва. Также представлены Санкт-Петербург, Красноярск, Челябинская область. Да, совершенно верно. Но российская сборная одна из самых многочисленных. Я думаю, что наравне с сборными Китая и, например, сборными Бразилии, это две страны, которые на протяжении последних многих лет являются главными лидерами и всегда борются за первое место в общекомандном зачете. Ну а Российская Федерация все-таки постаралась подойти во всеоружие, и мы очень надеемся, что те 15 ребят, 15 представителей республики, также удачно выступят, как делали их предшественники, начиная с 2015 года, когда наши татарстанские ребята начали приносить первые медали в копилку сборной на чемпионатах различного уровня. А, кстати, зрители соревнований, насколько будет открыт доступ им на сам чемпионат? По традициям WorldSkills International в целом все чемпионаты абсолютно открыты, бесплатны, поэтому любой желающий может приехать на соревновательную площадку, начиная с 23 по 26 число.
Вход свободный, для этого всего лишь нужно заполнить небольшую регистрационную форму на официальном сайте, либо на входе на сам Казань-Экспо, и добро пожаловать на саму территорию. Дмитрий Витальевич, большое спасибо за участие в нашей программе, за то, что ответили на все вопросы. Приглашаем всех на WorldSkills Казань 2019. Ряхимитес, спасибо. Спасибо вам большое.